В Абхазии ежегодно отмечают дату высадки тамышского десанта. События 25-летней давности все еще свежи в памяти ветеранов. 2 июля к памятнику погибшим воинам в селе Тамыш возложили цветы президент Рауль Хаджимба, ветераны, молодежь и представители общественности. Затем у памятника состоялся митинг, на котором выступил президент республики Рауль Хаджимба. Единство, подобное тому, что мы проявляли в годы войны, необходимо и для строительства государства в мирной жизни, отметил глава государства. Аиаша азыҳәан абарҭ амшқәа рзы иҟаз абраҟа амца шора иалаз роуп абра иаагыло зегьы. Ҳарҭ ҳаҷкәынцәа аԥсуа милаҭ хылҵшьҭра ҳауаажәлар ирыдгыланы зхатә гәаԥхарала иааз иҟарҵаз иабзоураны аиааира амшқәа ааигәахеит. Ҳара ҳаԥхьаҟа ишьҭоу усқәа рҿгьы абас аидгылара убасҟангьы аибашьраан иаарԥшыз иҳалнаршап ҳәа ҳәынҭқарра аргылара. Конец июня 93-го. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Бои не прекращались. Восточный фронт был оккупирован вражескими подразделениями. Командование вооруженных сил Абхазии приняло решение о необходимости овладения окрестностями села Шрома и рядом стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы проводить наступательные операции с целью освобождения столицы не только в основном гуместинском направлении, но и с востока. Уже 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш был высажен морской десант. По словам участника операции, комиссара десантного батальона, высадившегося в селе Тамыш Сергея Зухба, подготовка к операции проходила в строжайшей секретности. За день до нее на место базирования десанта в Гудауте приехал министр обороны Султан Сосналиев и дал указания каждому командиру групп, входивших в десант. Десант высажен на 2 баржах, а в одной барже людской ресурс, а во второй барже стоял град со снарядами. У нас была поставлена задача 2 дня закрепиться на этой территории. Вот здесь вот в этом промежутке мы должны были 2 дня удержать эту трассу, но вместе 2 дней мы удержали 8 дней. В первый час войны где-то около 300 человек их было уничтожено. Тамышский десант ознаменовал начало новой военной операции, на которую возлагались большие надежды. В первую очередь необходимо было перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум и имевшую стратегическое значение. По ней доставлялось оружие, боеприпасы и подкрепление грузинских подразделений. Кроме того, операция была как отвлекающий маневр, что давало возможность абхазской армии осуществить успешное наступление на Шромском направлении. В Тамышской операции приняли участие группы «Ласточка», «Скорпион», «Дельфин», «Ислам», «Малыш», добровольческие отряды из Северного Кавказа, репатрианты из Турции, казаки. Всего около 300 человек. Мы 1 числа, у нас была спецгруппа, в основном были тамышцы, регенцы. Ночью перешли дорогу и на берегу моря ждали десант. Мы встретили десант, выгрузили. То, что лежало, боеприпасы, для нас было большое дело, для Восточного фронта у нас не было боеприпасов. Полная баржа была боеприпасом, град выгрузили. И этим потом началось здесь, возле Тамышской школы, был сильный бой. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись в течение 7 дней, контролировали главную магистраль, сдерживая натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона врага. Эта операция намного приблизила операцию, которая должна была пройти по Шромскому направлению, по взятию города Сухум. И я считаю, мы с честью и гордостью выполнили эту операцию. Вечная память тем ребятам, которые дали жизнь за освобождение Тамышского коридора и которые не дошли до сегодняшних дней. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с боевой задачей. В ходе Тамышской операции были потери – 12 погибших и 38 раненых. Враг понес большие потери в живой силе и технике. В ходе боевых действий бойцами абхазской армии были уничтожены десятки единиц вражеской техники, множество орудий захвачено в качестве трофея. Тамышская операция стала одной из значимых событий, предопределивших победный исход войны. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.